Пиджак сидит, может, уже и не так хорошо, как в молодости, но каждый год она достает его из шкафа, чтобы вновь полюбоваться на ордена и медали и вспомнить те нелегкие годы. Анна Богаткина – одна из тех, кто храбро стоял на защите нашей Родины. На фронт попала, едва окончив курсы телеграфистов в 19 лет. Когда отца взяли в армию служить, родного отца, вот, через 2 недели пришли, меня забрали. Ты телеграфистка, меня забрали в армию, отправили меня в Ульяновск. Там нас учили месяцев 5, потом нас оформили. Какую часть, я даже не знаю. Мы работали на Морзянке. Память о фронтовых годах вместе с ней хранят фотографии и письма. Потрепанные временем, изображения светятся улыбками героев, готовых отдать свои жизни за мирное небо и свободу. Анна Григорьевна, уроженка небольшой деревни в Пензенской области, защищала фронтовые тылы. Поддерживала связь штаба с частями, как правило, в полевых условиях. Вместе с подругами дошла до Германии. Гайнау город. И говорит, сильно бомбили. Вот это бомбили, все, перестали. Мы, наверное, час-два сидели. Все равно умирать, вот так перекрестилась. Я полез, 2-3 метра вылезла и кричу, 2 провода идут. Мы соединили и попали на Рокоссовского. Он спрашивает, вы кто? Мы? Ну, Рарин нас послал. 290 отдельной роты связи бомбардировочного полка. Он нам сообщает, сейчас за вами машина придет. Аппаратуру разбивайте, а эти документы ближе к телу. Мы с Тамарой залезли, машина маленькая, обита жестью какой-то, а Катя погибла у нас. В Грозно она приехала жить уже после войны, вслед за мужем Иваном Богаткиным. Женщина рассказывает, что с супругом была знакома со школы. Война и расстояние лишь укрепили веру в совместное будущее. Свадьбу сыграли сразу после капитуляции Германии. В этом доме они прожили больше полувека. В знак уважения к ветерану войны улицу местные власти недавно переименовали, и теперь она носит имя Анны Григорьевны Богаткиной. Елизавета Чепханова, Адам Чекоев, Зелимхан Закаев. Новости.